Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что говорят о вас за спиной. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим вашу характеристику, ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. Сильная разрушительная сила у вас. Сейчас злитесь на что-то, недовольны ситуацией в целом, ушли от кого-то, от чувств, возможно, с кем-то поругались. Я бы еще сказала, вы человек, который не терпит обмана, предательства. Вы сразу же разворачиваетесь и уходите, или же устраиваете какой-то бунт, скандал. С кем-то у вас была какая-то конфликтная ситуация. В целом человек счастливчик по жизни, которому всегда во всем везет. Вы вытягиваете какие-то счастливые билеты. Фартовая очень, сильная очень. Здесь такая натура женщины, которая не может терпеть, она вот взрывается. Взрывается. Здесь можете даже по столу ударить. Здесь очень много таких каких-то ярких порывов ваших. Особенно в конфликте. Эмоциональный очень. Когда вы что-то рассказываете, эмоционируете, жестикулируете именно руками, мимикой. Человек, который сейчас остался ни с чем. Может сейчас думать о завершении чего-то. И заканчивается какой-то определенный в вашей жизни цикл, начинается новый. Все самое важное для себя уже усвоили. Здесь трансформация идет. Вы сейчас знакомитесь с новой реальностью, находитесь в новой реальности. Человек, который сейчас будет все разбирать по полочкам, наводить какой-то общий порядок, выкидывать кого-то из своей жизни или что-то. Вы человек, который склонный, возможно, к какому-то минимализму. Стараетесь все минимализировать. Минимализировать пытаетесь также и какие-то свои расходы на сегодняшний день. Пытаетесь свои эмоции привести в порядок. Здесь расшатана психика, может быть. Здесь у человека чувство, как будто бы ничего не меняется, все стоит на одном месте. Но вы можете, можно так сказать, насильственно, насилуя себя или через силу себя, начать менять все, что происходит вокруг вас. Также вы на сегодняшний день можете быть агрессивны, или внутри вас что-то очень сильно болит. Внутреннее состояние неспокойно, снятся какие-то, может быть, кошмары или какие-то неприятные сны. Также здесь могут очень много лезть в вашу жизнь, интересоваться ней, вот какое-то любопытство есть. Вы стараетесь держаться от этих людей подальше, отсекать данных людей, злитесь на кого-то именно, кто любопытствуется вашей жизнью. Да, показывает человека идей. Постоянно вы выдумываете какие-то новые идеи. Фантазер, может быть, даже человек. Вы можете работать, может быть, в сфере, где нужно что-то выдумывать, фантазировать. Может быть, художник, писатель. Вас сейчас не устраивает ваша жизнь и то, где вы сейчас находитесь. Вам хочется... Знаете, вот вам кажется, что все уже, ничего сделать с этим нельзя. Вот как будто вы в чем-то тонете. У кого-то могут быть какие-то долги, у кого-то могут быть какие-то ситуации не очень хорошего характера с семьей, с родственниками или с близкими какими-то людьми. Также вы человек, который предан вот какой-то своей идее. Есть у вас идея, и вы вот следуете данной идее, лозунг какой-то по жизни определенно. Также здесь показывают человека, который стаскивает с себя какой-то груз, балласт от чужих людей. То есть кто-то как будто бы на вас переложил какой-то балласт, и вы сейчас это
снимаете с себя или хотите уже побыстрее отвязаться от этого. Здесь по любви какие-то проблемы есть, по чувствам. С кем-то вы не можете сойтись, или же здесь не можете найти примирение, общий язык вообще, договориться в чем-то. Такое чувство, что вы как будто в стену говорите, вас не слышит, вас не понимает человек. Вот как-то так. Хорошо, если с вами проигрывает, давайте смотреть дальше. Что говорят о вас за вашей спиной? Кто говорит? Говорит тот, кто вас очень сильно любит. Но здесь детская такая позиция. Здесь еще ребенок или человек моложе вас по возрасту. Также здесь может быть вообще какая-то незрелая личность. Человек может быть и старше, но внутренне незрелый. Что говорит о том, что вы очень глупые, наивны. И что вы трусиха, чего-то вы боитесь. Ну, вот какая-то такая, знаете, боитесь рискнуть. Эгоистка в чем-то. Такое чувство, что вы как-то к человеку с пренебрежением относитесь, ведете себя, как будто бы человек этого заслужил на самом деле. На самом деле этого заслужил, поэтому вы себя так ведете. И он понимает, что вы к нему так отвернуты, пятой точкой, в чем-то ему не верите, сомневаетесь в нем. Говорит о том, что вы сейчас заняты своими делами, но на него как-то махнули рукой, пошли себе дальше. Говорит о том, что у вас нет любви, у вас нет чувств, вот такая холодная какая-то. Или же, знаете, отвернулась и ушла. Не обращайте внимания. Говорит о том, что вы скрываете какие-то секреты, да. Вот такое чувство, как будто это связаны секреты с ним, с этим человеком, или от него скрываете что-то. Он об этом говорит, пытается прощупывать почву, пытается найти какие-то улики, что вы там скрываете, следит за вами. Такое чувство, как будто человек берет вашу одежду и пытается ее пронюхивать. Что-то шерстит, по карманам может шерстить. Чувствует, что здесь какой-то треугольник. Говорит о том, что у вас есть кто-то, появился. Вы стали холодны по отношению к нему, очень холодны. Или вот знаете, когда он вам что-то говорит, вы как-то неозабоченно слушаете его. Вот как-то, знаете, ага, и ушла. Вот так вот. Потерял любовь. Да, человек считает, что он вас потерял в отношениях. Вы стремитесь к каким-то новым отношениям, ищете серьезные отношения, серьезного партнера. Да, думаете об этом. Он может даже, вот знаете, как-то пытаться просматривать ваш телефон, ваши какие-то переписки, компьютер, там, любые средства связи. Найти улику какую-то пытается. Копается на самом деле где-то в вашем шкафу, в личных вещах. Эгоистка, живет ради себя. Довольствуется этой жизнью, наслаждается этой жизнью. Ради себя любимой. Смотрит на себя, ухаживает за собой, кому-то хочет понравиться. У него чувство, что у вас кто-то есть. Он об этом говорит скорее с человеком, который наиболее ближе к нему. Это какой-то мужчина. Отец его, может быть, брат его, может быть, близкий друг. Пытаются найти улику, пытаются вот как-то разобраться вместе, как два детектива. Кто еще говорит о вас? О деньгах также ваших говорят, о работе вашей, о ваших успехах, может быть, в работе, или что вы умеете по вашей деятельности. Что еще говорят о вас за спиной и кто говорит? Здесь компания женщин, компания дам. Что вы очень хитрая, что вы деньги получаете вот каким-то хитрым способом. А знаете, здесь может быть даже у кого-то чего-то пропало. И такое подозрение, как будто бы сделали это вы. Взяли это.
Также здесь идет разговор о том, что вообще вы не чисты на руку или хитры очень в деньгах. Можете обмануть. Скрытая тихая лошадка вы, темная лошадка. А они здесь тоже, вот детективы, пытаются найти какие-то улики, расследования здесь. Потому что, когда у них что-то пропало, у вас что-то появилось. Такое чувство, что вы взяли или какие-то деньги и купили себе что-то. Одновременно у вас что-то появилось, и у них исчезло. Говорят о том, что вы любите деньги. То, что вы ради денег готовы идти по головам. Здесь очень много обмана о вас. Обманывают люди или переворачивают какую-то информацию. Вот эти дамы, они сомневаются в вас, но утвердительно говорят, что сделали это вы. Так, а что дальше? А это сделал какой-то мужчина. Здесь у какой-то женщины чего-то пропало. Но почему-то подозрения падают в вашу сторону, а это сделал мужчина. Мужчина сейчас думает, что это дело вскроется. А вскроется ли? Да. Здесь связано это с деньгами, это точно. Здесь, знаете, человек, мужчина, пытается очень тщательно это шифровать, но это вскроется. Это как проронилась информация. Или кто-то что-то сказал, настучал. А думают на вас. Знаете, вот на самом деле тут так все складывается таким образом, как будто бы тут же пропало, и тут же через какое-то время у вас что-то появляется. Такое у нее чувство, что вы украли какие-то деньги или взяли ее деньги. Но это одно и то же. И вот что-то купили себе. И у вас резко что-то появилось, а у нее наоборот пропало. Да. Ради денег по головам. Она может думать, что вы на это способны. Что еще говорят о вас? А сделал это мужчина. Стащил ее какие-то деньги. А давайте, знаете, что посмотрим? А узнает ли она об этом? Ну, хотя информация, да, вскроется. Спадут ли с вас эти обвинения ложные? Здесь до человека что-то дойдет. Потому что информация о мужчине вскроется, но до нее дойдет, что это не вы. Но здесь, знаете, так она и вскроется, информация, но все равно она вас держит вот на расстоянии вытянутой руки, на подозрении каком-то. Аккуратничает с вами. Знаете, вот это такая женщина, которая даже человек не виноват, и уже есть доказательства. Да, она поймет, что вы не виноваты, но все равно будет вас в чем-то обвинять. Вот это такой тип человека. Это связано с деньгами. Хитрости, лжи, обмана. Будет все равно в душе чувствовать, что виноваты вы. Хотя, да, вскроется информация о мужчине. Хорошо, давайте смотреть дальше. Что еще говорят о вас за спиной? Что вы оставили какого-то человека. Здесь такое чувство, даже сам человек об этом думает, что вы его оставили. Как будто бы человек приносит вам какое-то горе, несчастье, является для вас какой-то ношей, обузой.
И вот чувствует себя вот как не в своей тарелке, как будто бы он у вас живет как дармоед на пропитании. Вот такой вот тип человека, да. Не обязательно, что он с вами живет. Здесь такое чувство, что он от вас в чем-то как будто бы зависим или что-то вам должен. И вот это чувство тяготит человека. Да, человек хочет вырваться из какой-то зависимости, может быть, от вас. Или же здесь может быть даже общение с вами ради чего-то. Потому что если перестать общаться вам, то этот человек чувствует, что у него вот какой-то будет упадок в его делах, в его жизни. Человек здесь держится ради каких-то выгод. Но говорит о вас, что вы очень красивая, яркая, такая популярная в чем-то, известная, может быть, даже в каких-то кругах, что вы общительный, коммуникабельный и, в принципе, можете помочь. Вы что-то знаете, у вас есть какие-то знания, и из этого вы можете помочь. Также у вас очень много и информации какой-то, нужной, полезной, важной для этого человека. Такое чувство, что вы пойдете разными дорогами, и каждый будет независим друг от друга. Может быть, даже вы отчасти тоже зависимы от данного человека в чем-то. В деньгах, в чувствах или еще в чем-то, да, есть такое. Но вы вот как-то к друг другу не сидите вместе. Вот так вот. У человека есть почему-то чувство, что вы подсидите или кого-то первого уволят. Это может быть место работы. Что вы, когда уйдете, да, что у него что-то рассыпется, повалится из рук, или он что-то потеряет, какой-то ущерб. О каком-то ущербе думает, или его выгонят. Что говорят о вас за спиной. Мужчина также о вас говорит здесь. Но мужчина здесь вас хочет, но здесь однозначно между вами ничего нет. И, знаете, этот человек такой, который только мечтает о вас. Навряд ли он к вам подойдет. Здесь низкая самооценка и чувство, что он не в вашем вкусе. Но здесь человек как будто бы, знаете, время от времени просматривает какие-то фильмы 18+, да, и вот представляет там вас. Вот какие-то у него есть такие фантазии. Вот он как вспоминает, и когда вас видит, да, такой, возникает какой-то страх. Страх, как будто бы вы залезете в его голову и прочитаете его мысли. Вот об этом идет речь. Человек как-то стыдится чего-то. Здесь показывают, что человек предпринимал в вашу сторону какие-то действия, но вот как будто бы все тщетно, вы куда-то ускользаете. О чем еще говорят о вас за спиной? Здесь очень вас хвалят. Благодаря вам у кого-то исполнилась какая-то идея его, реализация этой идеи, мечта его. Вот вы определенно куда-то человека направили, подсказали, дали какой-то совет. И знаете, это сработало, четко сработало и даже лучше. Вот даже благодаря тому, что человек общается с вами на какие-то постоянно темы, связанные, может быть, с деятельностью, работой, с движением, с мотивацией. И здесь человек подчеркнул что-то, что реализовал в своей жизни. У него что-то пошло, поехало. Человек двинулся с места благодаря вам. Он рад, что вообще вас знает. Он об этом так и заявляет. Хорошо, что у меня есть, да, такая подруга или друг. То есть одна голова хорошо, две лучше тоже. Но здесь человек доволен каким-то результатом, очень много о вас думает, также присваивает эту заслугу вам, что вы дали человеку двинуться с нулевого места или из ничего, да, человек что-то получил благодаря тому, что вы подсказали.
двинули его туда, куда нужно. Человек пошел в правильном направлении. Также человек здесь, возможно, стал и зарабатывать благодаря какой-то вашей идее. Здесь о деньгах может даже идти речь, о пути. Да, здесь вот в жизни реализовались какие-то у него планы. Притом раньше было очень сложно. Но здесь можно сказать положительно. Да? Человек думает о вас, человек хвалит вас, рассказывает о вас кому-то, именно о том, что это благодаря тому, что знает вас, да, исполнил человек свою мечту, доволен, полностью доволен. Здесь хвалят, здесь человек вас хвалит. За спиной. Здесь мужчина. Ну, то, что вы такая страстная, ненасытная женщина в ресурсе. Та женщина, о которой сейчас остались только какие-то воспоминания такого постельного характера. Ну и не только постельного, здесь и чувственного, что вы такая чувственная, раскрываетесь. Но то, что вы держите сейчас его на отдалении каком-то, злитесь на него. Он кому-то рассказывает, кто-то его внимательно вас слушает. Знаете, вот когда человек начинает о вас рассказывать кому-то, тому человеку, собеседнику, очень интересна эта тема, связанная с вами. Такое чувство, что собеседник даже в какой-то степени или влюблен в вас, да, или вы начинаете все больше и больше нравиться собеседнику. Но здесь два разных таких человека. Один такой поскакать там и сям, а вот второй, он более такой надежный, стабильный, о чем-то думает сейчас. Думает сейчас в отношении вас. Знаете, очень много мыслей, что с вами можно... Его друг хотел бы с вами каких-то серьезных взаимодействий. Притом, знаете, этот мужчина, который слушатель, вот то, что рассказывает данный мужчина, он не верит. Он сомневается, что именно так. Такое чувство, как будто бы тот мужчина приукрашивает. Чем больше вы злитесь, тем больше вы притягиваете внимание к себе того мужчины, слушателя. А вы не хотите ни того, ни другого. Вы вообще никого сейчас не хотите к себе подпускать. Вам кажется все, что мужчины приносят только боль и разочарование. И вот как-то, знаете, в себе вся закрытая. Хочу чувств, но хочу настоящих чувств. Или вообще никого. Потому что вокруг одни никого. Те, которые не заслуживают ничего. Какие-то незрелые мужчины. Вас это не устраивает. Также здесь мужчина о вас говорит то, что вы... Ну, кстати, да. Подтверждение. То, что вы очень хорошо знаете мужскую психологию. Очень такая... Умеете выявлять какие-то... негативные моменты в мужчинах или ложь. Умеете вот как-то, знаете, как насквозь смотреть, видеть. И вы справедливо поступаете по отношению к противоположному полу. Имеете женскую гордость. Боятся вас мужчины. Вы в чем-то даже опасное, что вы все знаете. Да, здесь вот прям мужчина, тот, который слушатель, хочет донести до вас информацию, что вы нравитесь человеку. Нравитесь. Здесь у человека может в жизни какой-то быть тупик. Тупик, связанный с деньгами. Здесь показывает, что вам важнее какие-то ваши ресурсы, деньги. У кого-то здесь дети. Забота о детях, опека. Кстати, я вам так скажу, этот собеседник через какое-то время будет двигаться в вашу сторону. Вот так вот. Слушатель. Мужчина, возможно, знака Земли.
В большинстве случаев проиграется так. Знак от Земли будет двигаться в вашу сторону. Не сейчас, не сразу. Постепенно. Такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.